Смотри, как. Добрый вечер, дорогие якутяне, ваши ближайшие соседи якутяне передают вам горячий, пламенный музыкальный привет. Народная музыка. Такой концерт мы дали совсем недавно в Якутске Доме дружбы народов. У нас есть Дом дружбы народов, шикарный зал. Мы там дали этот концерт. Немножко сегодня вы услышите вариативные составляющие этого концерта. Ну, а вообще, как мы у вас появились? Это довольно интересно. Мы у вас были виртуозы Якутии 10 лет назад. Помню, была восторженная статья в местной газете, что, оказывается, совсем рядом с нами такой уровень музыкальной культуры и такой музыкальный коллектив. 4 года назад, в 2019 году, выступали тоже. Многие из нас помнят, многие знают. Мы сегодня проводили мастер-класс в детской школе искусств номер 5 со скрипачами.
Вот там скрипачи, которые с Якутска. Вот у нас и участница ансамбля была, и училась в высшей школе музыки Сардана Кузьмина. Сейчас она помощник концертмейстера вашего оркестра, филармонического оркестра. А еще двое, которые тоже с Якутска переехали сюда. Мы их давно не видели, но сегодня на мастер-класс встретили. И вот была очень идея хорошая подать заявку на грант главы республики нашей, Айсена Николаева, и наша высшая школа музыки, и Союз композиторов Якутии подали заявку и получили грант. Сумма довольно приличная, которая обеспечила участие и проезд, и проживание почти 100 музыкантов, человек, не только музыкантов, а организаторов, руководителей, по маршруту вот Иркутск. Сегодня виртуозы, завтра симфонический здесь, послезавтра Улан-Удэ, виртуозы симфонические, потом также в Ламбаторе. И потом возвращение, и будет закрытие уже этого фестиваля классической музыки, как вы знаете, под названием «Махтал». В переводе это значит «благодарность». И, конечно, это пропаганда и классической музыки, и пропаганда якутской музыки. Вы сегодня тоже в нашем концерте услышите произведения якутских композиторов, познакомитесь с ними. И потом я буду вести концерт, немножко рассказываю, и потом у нас, значит, после Улан-Батора сразу в Салон-Удэ мы переезжаем. Традиционно у нас месячные ноябрьские гастроли. Это Санкт-Петербург, участие в Международном культурном форуме Санкт-Петербургском, знаете, крупнейший мировой форум. Нас ежегодно приглашают уже с 2018 года. Мы там выступаем 12 ноября. И если у кого-то знакомые, родные в Санкт-Петербурге, пусть успевают взять на наш концерт билет, потому что мы все время выступаем. Просто изумительный акустический зал, малый зал филармонии на Невском проспекте, рядом канал Грибоедова. Вот там небольшой зал, 450 мест, но немножко больше, чем ваш. И вот обычно задолго уже билетов на наши концерты не хватает. Мы там несколько концертов даем, потом у нас традиционно в Санкт-Петербурге мы уже более 100 концертов дали за вот нашу всю историю. А потом в Ярославле у нас будет 12-й концерт, ежегодный тоже, 12 лет. Они нас ждут, зовут. Это, так получилось, что это намного дальше, чем Дестина Иркутск, но, к сожалению, с удовольствием приглашайте, будем приезжать каждый год. Будет все больше и больше наших поклонников. Потом, значит, у нас Рыбинск, Владимир, участие в Танеевском фестивале, и потом Москва, 10 дней, там много концертов, и в соборном зале храма Христа Спасителя, и в Российском доме, Центральный дом Российской армии, ясно, мы там благотворительный концерт даем. Потом 1 ноября на ВДНХ, приезжайте, приглашайте друзей, там будет форум «Россия», и будет большое представление Республики Саха-Якутия, и мы будем там участвовать под названием «Зима начинается с Якутии». Это пропагандируется наш Якутия, именно что зима начинается с Якутии, потому что самая северная территория России. Сейчас мы начнем наш концерт. Мы решили, в двух отделениях, мы решили построить концерт по многообразию, по жанрам, по странам разным, потому что действительно название
сближает народы музыка. Это, да, все многообразие, начиная от Баха, Вивальди, заканчивая современными композиторами. И даже буквально вы услышите премьеру московского композитора на пьесе, я расскажу потом. И я приглашаю ансамбль на сцену, пожалуйста. Мы начинаем с серьезной музыкой, но сегодня мы решили начать радостной, праздничной музыкой. А это вы услышите произведение Жоржа Бизе из произведения Фарандола. Праздничный марш, пожалуйста. Ну, у всех на слуху с детского возраста это, пожалуй, самый гениальный композитор всех времен и народов. И вот когда мы были в Австрии, нам сделали экскурсию в собор, католический собор. Мы пришли и услышали исполнение этого произведения, которое вы сейчас услышите в аранжировке для ансамбля. Исполнял на органе органист. Это было что-то душевно раздирающее впечатление. И, конечно, сразу появилось желание сделать
предложение аранжировку для нашего ансамбля. И вот это произведение у нас прочно и давно в репертуаре. Иоганн Себастьян Бах, токката и фуга, ре минор.
репертуаре более 160 музыкальных композиций, вот такого примерно всякого плана, да? Ну и для этих гастролей, более месячные более гастроли, будет у нас на гастролях, мы отобрали 60 произведений. Но сегодня вы услышите третью часть, наверное, этих произведений. Но если очень понравится, мы можем еще до часа ночи помузицировать. Не самое, одно из самых популярных произведений, которое, может, и объявлять не надо. Но тем не менее, Антонио Вивальди «Лето, гроза» из цикла «Журналов». Пожалуй, самых ярких центральных композиторов позднего романтизма. Это немецкий композитор Йоганн Брамс и польский композитор Фредерик Шопен. Послушаем произведение Йоганна Брамса «Венгерский танец» номер 1.
Сатурн. Фигара. Потом было имя, которое стало нарицательным. Это было в свое время такой герой
планшет, ловкий плут, такой хитрый, был сообразительный ловелас, можно сказать, по современному. И вот он был героем 3 тоже опер. И вот вы сейчас послушайте гениальное совершенно произведение Вольфганга Амадея Моцарта. Это фантазия, увертюра на темы оперы «Свадьба Фигаро». Эту фантазию написал для нас наш аранжировщик Валерий Ермошкин.
столице Испании. И вот у нас несколько произведений. Он был и композитором, и виртуозом скрипачом. В репертуаре несколько произведений, которые мы держим, исполняем до лучших времен. Потому что мы объездили 30 стран, 11 стран Латинской Америки, Мексику, Штаты, 6 раз были в Штатах, выступали Европа, Азия, а вот в Испании как-то вот она обходила нас стороной. Поэтому я это говорю немножко с сожалением. Но тем не менее, сожаления в этой пьесе не будет. Это испанский танец Хота Наварра.
очень много среди них виртуозов, они любят играть ансамблями, коллективными, всякими разными. И вот их композитор Николай написал специально пьесу, она такая миниатюрная, хора стаккато. Это, значит, это не у всех скрипачей это штрих есть от природы, это природный штрих, который надо очень усиленно развивать. Ну и ансамблем они играют, когда где много виртуозов, это они этим славятся. Ну, а мы подумали, ну, а чем мы хуже? Ну, в Якутии скрипка пока не национальный инструмент, но мы к этому стремимся. Вот. И поэтому вы сейчас послушайте исполнение нашего ансамбля, эту виртуозную пьесу Денику, Григораж Денику, «Хора стаккато». Я должен сказать, что именно стаккато, летучая стаккато, на скрипке самый сложный штрих. Они исполняли 2 минуты, аплодисменты было почти столько. Спасибо. Ну, поскольку часто бываем в Америке, у нас много произведений, которые мы пытаемся показать американцам, спросить, как они реагируют, как мы интерпретируем эти произведения. И вот многие из вас видели кинофильм «Моя прекрасная леди». Этот мюзикл написал Фредерик Лоу, и это произведение стало сокровищницей мировой музыкальной культуры. Уникальность его заключается в том, в различных сочетаниях музыкальных моментов, от сентиментального вальса до испанской хоты. Вот вы сейчас послушайте фантазию на тему мюзикла «Моя прекрасная леди».
За стул поставить на второй? Да, давай.